Доброе утро, рад вас приветствовать на каналах национальной вещательной компании «Саха». Напоминаю, что вы смотрите нас в прямом эфире на НВК «Саха», а в Якутия-24 и общественном телевидении России мы идем в повторе с 8 часов утра. Сегодня 4 декабря, день недели среда. Всем отличного настроения. Середина рабочей недели. До Нового года остается всего 27 дней. Можно смело уже вести отчет и, кстати, задумываться о новогодних подарках. То, что вы будете дарить своим родным или близким. Ну а пока вы можете передать им просто приветы по нашему студийному номеру 8 914 279 22 62, поделиться каким-то радостным, интересной новостью, например, или событием. Сегодня, кстати, особенная дата для тех, кто отмечает или имеет отношение к информатике. Сегодня День российской информатики. Вот так он был выделен в отдельный праздник, и всех, кто связан с этой датой, хочется поздравить. По народному календарю считалось, что сегодня введение или введение ворота зимы. Народ приметил, что в это время начинают наступать очень сильные морозы. Кстати, это ощущается и у нас в Якутии, уже начинает холодать. В некоторых районах нашей необъятной Якутии уже и минус 50 было. Что же будет сегодня с прогнозом погоды прямо сейчас? Сегодня, по данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в центральных Улысах утром минус 39, минус 44 градуса, днем минус 24, минус 29, в Заречье минус 30, минус 38 утром, днем минус 24, минус 37, на юге республики утром минус 25, минус 26, днем минус 24, минус 26, в Вилюйских Улусах минус 34, минус 36, днем минус 30, минус 31, в Нижнеленских Улусах минус 37, минус 39, днем минус 29, минус 34. На западе республики минус 31, минус 37, днем минус 29, минус 33. В Колыму-Дигирских Улусах минус 18, минус 47, днем минус 27, минус 36. В Янских минус 28, минус 39 утром, днем минус 30, минус 35. На северо-западе утром минус 32, минус 47, днем минус 30, минус 35. В Якутске в 6 утра температура воздуха была минус 33 градуса, атмосферное давление 768 миллиметров ртутного столба. Ветер западный будет дуть со скоростью 3,8 метров в секунду. Днем же ожидается минус 33, минус 35 градусов. А мы продолжаем наш эфир. В этом году много юбилейных дат, связанных с охраной природы. Так, 25-летие отмечает Министерство охраны природы. Кроме этого, мы отмечаем 80 лет создания службы лесного хозяйства Якутии и 75 лет службы авиалесоохраны. И сегодня у нас с утра в студии гости. Это Агеев Алексей Николаевич, заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха-Якутия. Доброе утро. И Леонов Владимир Сергеевич, руководитель как раз-таки учреждение связано с авиалесоохраной. Собственно говоря, так оно и называется. Доброе утро. Доброе утро. Первый вопрос, Алексей. Вам праздник, 80 лет, к чему подошли к этой дате? Лесное хозяйство Якутии было организовано в 1939 году постановлением Совета народных комиссаров Якутской ССР. У истоков стоял тогда Константин Георгиевич Аникин, заслуженный лесовод РСФСР. В прошлом году ему исполнилось 115 лет, и в эту знаменательную дату мы ему в сквере лесника установили бюст. Открыли памятник, увековечивали его память. Сквер лесника — это вот в парке культуры и отдыха? Да, который в парке культуры и отдыха находится. А вообще, вот как дата отмечается, возможно? Есть ли какие-то традиции, возможно, у лесников, связанных с этой датой? Конечно. Оно организовано было у нас лесное хозяйство 14 февраля, поэтому к этой дате мы всегда собираем своих лесников, проводим какие-то мероприятия, семинары, совещания и прочее. Награждаем заслуженных, так скажем, работников, которые проявили себя в той или иной сфере, в том числе и по тушению лесных пожаров. Ну, по лесным пожарам это, конечно, отдельная тема, которая волновала все лето и осенне-весенний, скажем так, период жителей республики. Лес все равно горит. Какие основные причины пожара вы бы выделили?
Ну, этот год был весьма сложным по возникающим пожарам. В этом году в основном горели севера, труднодоступные и удаленные территории. И основная причина, это в 97% случаев, это сухие угрозы, природный фактор. Все-таки природа выступает на первое место, не человек. По республике Саха-Якутия, конечно, природа. Территория обширная, человеческий фактор только рядом с населенными пунктами, где возникают пожары, а так на удаленных труднодоступных это сухие угрозы. Мгм. А вот многие споры были связаны с тем, тушить, не тушить пожар, почему мы его где-то тушим, где-то не тушим. Вот какая градация была лесных пожаров и как принимается решение о Ну, ликвидации? это установлены так называемые зоны контроля Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации. И там, где как раз, опять же, труднодоступная территория удаленная, есть возможность не тушить данные пожары, если расходы на тушение кратно превысят ущерб, нанесенный пожарами. В этих случаях принимается решение комиссии чрезвычайных ситуаций о приостановке тушения. Но, безусловно, без авиалесоохраны в данном случае не обойтись, тем более у нас Якутия обширный субъект, и добраться до лесного пожара можно только посредством, как Владимир Сергеевич, только ваших самолетов. 75 лет – это достаточно большой срок, с чего все начиналось? Ну, все начиналось в тяжелые военные годы. Вот у нас имеется отчет за 1944 год в оригинале, который мы отдали сейчас в музей леса, который находится на Дежнево. Значит, в этом отчете все расписано, как начиналось, как были первые полеты. Первый полет состоялся 10 июня 1944 года на самолете ПО-2. Это боевые летчики, которые прилетели в Якутию. Эти два самолета были выделены из состава Иркутской лесоохранной экспедиции. В этот год налетали 370 часов. Второй полет был совершен в этот же год, в 1944 году, уже с Алекинска. То есть два авиаотделения, которые первые начинали, это Якутский и Алекинский. Уже в 1945 году было выделено отдельно Лесавиа за номером 09, и также из Иркутской экспедиции. И уже дальше потом шла масса преобразований, где мы были федеральные. Сейчас уже с 2007 года мы перешли в состав республики. То есть с учетом изменения всех нормативных документов. Это были сложные военные годы. Даже в отчете написано, тяжелейшие годы правительством ЯССР был решен вопрос о финансировании данных полетов. То есть, видите, в войну, когда разруха, когда голод был, ну, война еще шла вовсю, было принято решение охранять леса. То есть это все-таки наше богатство. Какие сейчас средства из пожаротушения в вашей службе? Какие самолеты, возможно, вы задействуете или вертолеты? Вы знаете, сильно, конечно, меняется модернизация воздушных судов. Все воздушные суда мы привлекаем от авиакомпаний местных. Собственной авиации у нас в настоящий момент нет. До 2006 года мы были в составе Федеральной службы авиалесоохраны. Там были более 100 своих собственных воздушных судов, которые мы могли маневрировать по всей территории Российской Федерации. Сейчас немножко это усложняется. И мы привлекаем воздушные суда авиакомпаний. В основном это местные. Ан-2, Ми-8, Л-410, легкомоторный, Тундра, там, Сесна. В этом году привлекали самолеты Ан-26, потому что, вот, как Алексей Николаевич сказал, 2/3 пожаров в этом году, как ни странно, были в арктической зоне. Территории удаленные, труднодоступные, где ранее мы пожары не тушили. Но с учетом изменения климатических условий произошел пик горимости именно там. Ранее сход снежного покрова, очень высокие дневные температуры, ветреная погода. И людей нужно было доставлять с Якутска. Федеральный резерв, который мы привлекали, даже с Благовещенска. То есть затраты были очень большие, сложности были определенные. Территория у нас огромнейшая, в отличие от других территорий наших субъектов. Парашютисты тоже входят, да, в вашу? Да, у нас имеются парашютисты пожарные, десантники пожарные и летчики-наблюдатели. Это вот основной наш состав, который занимается тушением, сначала обнаружением, тушением лесных пожаров. Парашютистов пожарных, десантников пожарных мы подготавливаем сами. У нас есть свой учебный центр, то есть это дополнительная профессия для
молодых людей, которые хотят помогать в тушении пожаров. Алексей Николаевич, есть возможность поздравить своих коллег с профессиональным праздником. Вам слово. Ну, конечно же, хочется всех наших работников природоохранной отрасли поздравить с этими юбилейными датами, как вы сказали в начале. 3 юбилейных датах нашего министерства, это 25 лет министерства самого, 80 лет лесного хозяйства и 75 лет лесохраны. Поэтому всех работников природоохранной отрасли поздравляю с этими знаменательными датами, желаю крепкого здоровья, стабильности и успехов во всем. Спасибо большое. Хочется присоединиться ко всем поздравлениям, поздравить и сотрудников тоже авиалесоохраны с этим знаменательным праздником, 75 лет, большой юбилей, и пожелать вам удачи в той сложной работе, которую вы делаете, спасаете лес от пожаров, сохраняете наши зеленые легкие планеты. А мы продолжаем. Харисхал. Напоминаем, что его можно купить по улице Орджоникидзе, 48, компания НВК «Саха». В рабочее время подходите, можете купить. И в случае покупки, ну, во-первых, это хороший, красивый магнитик на холодильник, а кроме этого вы принимаете участие в розыгрыше призов, который состоится в новогоднюю ночь на канале НВК «Саха». Что можно получить взамен? 2 автомобиля Hyundai Solaris, мотоциклы Regal Moto, трактор Xintai, 11 iPhone, охотничьи ружья, бытовая техника, ювелирные украшения, а также денежные призы 50 и 100 тысяч рублей, и также многое другое. Сейчас эти харисхалы продаются только в нашем офисе по Орджоникидзе, 48, компании НВК «Саха». А мы продолжим сюжетом из Хангаласского улуса. Чуть ли не каждое помещение Центра культуры Саргиту-Гюльгете в эти дни занято группами людей совершенно разного возраста и репетирующими танцевальные номера. Все они готовятся к юбилейному концерту народного ансамбля танца «Молодость Эркени». В зеркальном зале оттачивают свои движения вместе с бессменным руководителем ансамбля Василисой Романовой нынешнее поколение танцоров – юные ученицы покровских школ. Мы будем танцевать наш легендарный танец приветственный, северный, лабыча и твинский, а также нынче поставленный новый танец модерн. Спускаемся вниз и попадаем в кафе. Здесь готовят свой номер участники танцевального коллектива «Гармония». Их руководитель Белла Шапошникова является одной из выпускниц ансамбля «Молодость Эркени». Его Величество танец настолько прочно вошел в ее жизнь, что она связала и свою профессиональную деятельность с этим видом искусства. Белла Шапошникова – учитель ритмики в школе, а в свободное время прививает любовь к движению своим ровесникам. Конечно, испытываем очень большое волнение, потому что мы все-таки есть у меня в коллективе, которые вообще ни разу не танцевали в этом ансамбле. Но, тем не менее, мы как коллектив будем танцевать, который я сама поставила, танец «Великолепный век». В актовом зале на сцене, где будет проходить юбилейный концерт, танец с чоронами репетируют представительницы нескольких поколений ансамбля. Среди них есть даже первые выпускники, например, Юлия Дмитриева. Ансамбль «Молодость Эркени» был основан в 1969 году. Через 5 лет ему было присвоено высокое звание «Народный». С тех пор творческий коллектив является одним из ведущих в хореографическом искусстве Якутии. География выступления ансамбля обширна. Дальние и ближние зарубежье, города-миллионники России и вся Якутия. В свое время участниками ансамбля были председатель Конституционного суда Якутии Александр Кимкимен, руководитель администрации главы и правительства Якутии Афанасий Владимиров, режиссер-постановщик Национального театра танца имени Сергея Зверева Кылола, Людмила Антипина и многие другие. Вот из всего вот этого вот разнообразия, да, гардероба, какой костюм, какие костюмы, да, вот шиты вот прямо вот, ну, можно сказать, даже винтажные получается. Ну, это самые старые у нас. В 1983 году мы ездили по 5 морям и 4 странам. И тогда шили мы очень много северных костюмов. Этот, например, вот чукотский костюм, да, вот это 8 штук такие костюмы были. А потом вот этот ивенского танца Гедя, это мужской костюм. Это в каком году? Это тоже в 1983 году, когда вот ездили по 5 морям. И вот эти костюмы до сих пор надевают? Уже ну, сейчас тоже танцуют вот этими костюмами. Юбилейный концерт ансамбля «Молодость Эркени» состоится 7 декабря в городе Покровске в Центре культуры Саргиту-Гюльгете с 16 часов.
Специально для «Нового дня» Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. Республика Саха-Якутия, в частности, население в республике остается очень сильно закредитованным. Мы берем кредиты потребительские, ипотечные, возможно, на какие-то неотложные нужды. Но иногда бывает такая ситуация, когда мы не можем расплатиться по своей задолженности. И в данном случае приходит на выручку российский закон, который регламентирует то, как мы можем себя объявить банкротом. В этом помогают специалисты компании «Кредитный юрист», которые разъясняют все права и помогают в подготовке документов для того, чтобы объявить себя банкротом. Конечно, не хотелось, чтобы до этого доводилось, но тем, кому необходимы эти советы, далее сюжет. Долг по кредиту – ситуация не из простых и не особо приятных. Если возникли финансовые трудности и нет возможности оплатить задолженность по кредиту, не стоит паниковать. Как объясняют юристы компании «Кредитный юрист», в этом случае следует знать свои права. Иногда люди думают, что после возбуждения исполнительного производства у приставов они не имеют права заявление подать на банкротство. Это не так. Наоборот, при банкротстве физического лица у нас гражданин получается как под защитой банкротства. И мы, наоборот, защищаем от этого, от действий приставов, а именно от удержаний, от арестов, а также других действий приставов. Если долгов стало слишком много, а денег нет и взять неоткуда, можно объявить себя банкротом, советуют специалисты компании. Имеется 3 основных признака, по которым гражданин подходит под статьей 127 банкротства физического лица. Это первое, долг в совокупности должен составлять от 500 тысяч рублей. Второе, должна иметься просрочка более 90 дней. И третье, признаки неплатежеспособности. А также наша компания занимается гражданско-правовыми делами. У нас консультации всегда бесплатные. Звоните, записывайтесь, приходите. При помощи грамотных специалистов компании «Кредитный юрист» вопрос с долгами разрешился у более 300 клиентов. И им больше не придется общаться с кредиторами и коллекторами. Наш отдел клиентского сервиса занимается досудебным производством. Мы помогаем людям, нашим клиентам со сбором документов, отвечаем на все нужные вопросы. В основном такие вопросы, как удержание. Мы помогаем нашим клиентам приостановить все удержания у приставов, разбираемся со всеми проблемами. Компания «Кредитный юрист» полностью сопровождает своих клиентов по досудебной подготовке, также по анализам документов. Консультация бесплатная. Наталья Колесова, Александр Жуков. Новый день. В последнее время блогеры и не только, различные активные люди стали посещать Якутию. Причем они делают это именно с целью туризма, далее осветить это в своих различных блогах, визит в нашу республику. Буквально недавно к нам приезжали в гости Лиза и Виталия. Это активные блогеры, у которых есть свой канал под названием «Своим ходом». С ними встретилась наш корреспондент Карина Семенова. Молодожены из Санкт-Петербурга Лиза и Виталик уже 8-й год путешествуют по всему миру. За плечами у них более 60 стран. Во время каждой поездки снимает видео с рассказом об особенностях самостоятельного путешествия по этой стране, достопримечательностях и людях, которые им повстречались. Мне очень запомнилось первый день, когда мы покупали себе теплую обувь, покупали перчатки, заходили в разные магазины, и все время был подъем по лесенке, и всегда на лесенках был расстелен ковер. И для нас это был шок. Зачем везде ковры? И только потом мы поняли, потому что ступеньки скользкие, чтобы люди не падали, везде эти ковры просто повсюду. Да, это тоже необычно для нас. И то, что машины накрывают специальными тентами, чтобы они завезли специальные пуховички для машин, тоже очень здорово. Мы видели последний раз где-то в Китае, там было очень холодно, у них вот на байках специальные рукавицы, а здесь вообще полностью машина вся. Да. Угу. Да. У меня ассоциировалось, что это просто бескрайнее белое поле, засыпанное снегом, стоят юрты, и люди все укутаны, там какие-то эскимосы бегают. Да, да, примерно такое. Поразило то, что мы приехали, сам город Якутск очень
инфраструктура сильно развита. То есть мы думали, что здесь вообще все совсем плохо, а здесь и автобусы, вся транспортная система развита. Да, очень много ресторанов, кафешек, весь город светится вечером. Первое впечатление — это какой-то детский восторг, потому что мы около 10 лет путешествуем и постоянно в теплых краях где-то. То есть мы зимы вообще никогда нигде настоящей не видели. И сейчас мы просто увидели этот снег, здесь такая классная атмосфера, она новогодняя. В общем, нам очень нравится. А мне очень понравились люди, потому что если сравнивать с нашими, у нас какие-то более замкнутые, закрытые люди, а здесь такие открытые, более веселые, как-то вот такие у меня ассоциации. Блог Лизы и Виталика на YouTube называется «Своим ходом». Он уже давно стал своеобразным справочником, к которым обращаются туристы, собираясь отправиться в заграничную поездку. Особенно те, кто предпочитает не покупать пакетные туры, а планирует все этапы путешествия самостоятельно, как это делает автор своим ходом. В течение недели ребята хотят создать уникальный выпуск про нашу любимую Якутию. Вас очень сложно снимать, потому что холодно. Я вот сегодня с камерой бегал, 40 градусов минус, она просто заледеневает. Нужно постоянно ее согревать, а просто нужно начинать снимать на самом деле. Нужно не бояться снимать. Если тебе есть что показать, есть что рассказать, у тебя обязательно что-то получится. Да, и мне кажется, можно выбрать для начала свою тему какую-то актуальную. Например, вот только мы сегодня разговаривали, что парень ведет, например, он бармен и начал свой блог про то, как он делает коктейли. Ну, то есть, если ты что-то умеешь, нужно про это и рассказывать. То есть не нужно смотреть вообще ни на кого, нужно делать то, что тебе нравится, и тогда это будет получаться. Я надеюсь, что мы снимем очень крутые выпуски на наш YouTube-канал своим ходом про Якутию. И не только люди с других уголков планеты, но и якутянам очень это понравится, потому что мы стараемся. Продолжая тему блогеров, то, что они вот так приезжают первый раз в зиму, хочется поговорить о нашей зиме, о том, как надо готовиться к ней и сколько на это будет трат, особенно на одежду. Давайте сейчас посмотрим на экран и оценим, сколько необходимо мужчине для того, чтобы его зимний гардероб состоялся. Ну, шапка. Хорошая такая шапка, ушанка будет стоить где-то в среднем от 10 тысяч рублей. Пуховик качественный по типу Аляски с мехом от 30 тысяч рублей. Перчатки хорошие, не, скажем так, не китайского ширпотреба, 2000 рублей. Подштанники 2000 рублей и унты от 25 тысяч рублей. Мужчину можно одеть за 68 тысяч рублей. Что же касается пуховика, я бы, конечно же, здесь поспорил. В принципе, можно найти куртки подешевле, но вопрос качества будет достаточно спорный. Теперь переходим к женщине. Женщина — это всегда самая затратная часть нашего кошелька. Вот стоит такая очаровательная девушка, наша коллега Евгения Рьянова. Мы ее одели в шапку от 15 тысяч рублей, в шубу от 60 тысяч рублей, такие красивые рукавички от 3000 рублей. Тоже сейчас атрибут, по-моему, женщин и мужчин, вот эти модные штаны от 2500 рублей и унты от 25 тысяч рублей. В общем, девушка у нас вышла в сумму достаточно серьезную, 105 500 рублей, но в данном случае сэкономить можно, наверное, только на шубе, если купить, к примеру, мутоновую. Но мутоновые, знаю, девушки не очень любят, они достаточно тяжелые, неповоротливые, но как вариант экономии, в принципе, можно использовать. Ну и шапку не такую, а может быть вязаную с капюшончиком, и будет тепло и уютно. Но это факт жизни, поэтому готовьте такие траты. Кстати, очень полезная информация. Ну а мы продолжаем наш эфир. У нас в студии гость, человек, который стал буквально на днях победителем уже ставшего традиционным конкурса «Я инженер», Игнатьев Илмар. Имя весьма интересное. Он работает специалистом по пожарной безопасности службы производственного контроля и охраны труда центральных электрических сетей Якутск-Энерго. Доброе утро, Илмар. Доброе. В первую очередь хочу поздравить тебя с победой. Спасибо. В конкурсе. Был достаточно длительный этап похода за этим призом, потому что конкурс, по-моему, начался еще после весны или с лета. Что тебе предстояло пройти, чтобы получить заветный приз? Ну, вначале нужно подать заявку на участие. В заявке вы, все участники, которые подали, должны пройти отборочный этап. Они должны... есть комиссия, которая рассматривает соответствующие заявки.
После чего комиссия одобряет и приходит уведомление, что мы прошли для участия, для представления проектов своих. Все проекты должны быть инновационными, соответственно, должны быть, иметь регистрацию в Роспатенте. То есть что-то должно быть эдакое, которого как бы еще нет. И вот что ты предложил? Я предложил приложение Supervision. Это мобильное устройство, в котором, ну, то есть приложение для мобильного устройства, в котором отражается здание в 3D-модели. В нем указано, где установлены датчики, тепловые, дымовые, газоанализаторы можно установить, если датчики утечки воды, огнетушители, где стоят пожарные краны, где электрощит находится, где электрические перчатки, там, аптечки. Ну, все, что заказчик захочет, может туда, в принципе, отразить. Соответственно, приложение в случае, допустим, там, пожара, либо несанкционированного доступа, то есть датчики движения там тоже есть, датчики взлома, ну, вскрытие двери, сразу же приходит нам. То есть прибор, он сам по себе имеющий GSM-модуль, он звонит прибор и отправляет смс. Мое приложение, оно, как бы, человек в торопях может не понять, в чем дело, да? А приложение, оно визуализирует все это в 3D и показывает конкретно, что произошло, в каком секторе сработал какой датчик. И приходит, он будет приходить сообщение до тех пор, пока что, ну, то есть собственник объекта не поймет, в чем дело, он будет его постоянно звонить. Соответственно, также можно управлять с этого мобильного устройства им. И в мобильном устройстве закладываются описание объекта, площадь, степень огнестойкости, сколько этажей, сколько человек, кто директор. Имеется адаптивная система уведомлений, допустим, можно заранее написать определенные мероприятия, допустим, необходимо перезарядить огнетушители там такого-то числа. Вы это забиваете, и система она автоматически вас уведомляет заранее. Плюс, если несанкционированный доступ, в 3D-модели здания отображены, где находятся камеры видеонаблюдения. Соответственно, с помощью этого приложения также можно посмотреть онлайн, что происходит на объекте. То есть уникальное устройство. Ну, то есть видеокамеры, да, спокойно можно? Да, можно онлайн видеокамеру смотреть и увидеть, что на объекте происходит. Соответственно, ну, устройство само оно уникально тем, что оно работает, визуализируя смс-сообщения. То есть как бы интернет ему не нужен особо, только для пуш-уведомлений. И интернет нужен для того, чтобы видеокамеры смотреть, потому что... Сколько ушло у тебя времени на то, чтобы создать это приложение? Ну, нам где-то чуть больше года. Сколько человек в команде работало? 3. 3 человека в команде. На какой платформе уже есть это приложение? Можно ли его, допустим, скачать на андроиде или... На андроиде. В данный момент мы сделали на Android. Ну, для iOS есть свои сложности. iOS, она более защищенная, нежели чем Android. И необходим еще MacBook, чтобы сделать такие вот приложения для iOS. Ну, соответственно, мы сделали на Android, провели апробацию. Апробацию мы провели, вначале стенд сделали, на стенде все протестировали, все работает. Ну, нужен был объект. Соответственно, мы предложили это внедрить в дом престарелых для инвалидов. Пансионат есть, Забота, частный пансионат. Директор согласилась, и, соответственно, мы внедрили. И, соответственно, все работает. И вот сейчас как бы внедрили еще в Кангаласскую участковую больницу, чтобы посмотреть, что происходит. Ну, там есть специалист, который согласился тоже, и, соответственно, мы апробацию проводим на нем. Спасибо большое, Илмар, что подошел к нам в программу. Хочется пожелать удачи в твоей разработке, поздравить еще раз с победой в конкурсе «Я инженер» и с главным призом автомобиля от Вячеслава Анатольевича Штырова. А сейчас мы прервемся на короткую паузу. Оставайтесь вместе с нами. Доброе утро, мы продолжаем наш эфир. Хочу напомнить, что сегодня среда, 4 декабря, до Нового года остается 27 дней. А с какими новостями мы пришли к дню сегодняшнему, узнаем из выпуска новостей от нашей информационной службы. Здравствуйте! В прямом эфире новости, в студии Андрей Погорелов с информацией к началу дня.
Глава республики накануне работал в Булунском районе. Айсан Николаев побывал в селе Быков, где встретился с педагогическим составом и воспитанниками единственной в регионе агрошколы, специализирующейся на производстве рыбы. Руководитель региона ознакомился с работой производственного цеха по рыбообработке, который был создан в 2016 году. Такой тип агрошколы республике очень нужен. Здесь детям дают не только какие-то эфемерные знания, но и возможность участвовать в процессе отлова рыбы, ее производства и реализации, сказал Айсан Николаев. Помимо этого, глава Якутии осмотрел Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», открытый при школе в сентябре этого года. На одной из самых таких северных территорий точек нашей республики уже 80 лет существует школа. Замечательная школа. Ее особенность в том, что она является, наверное, единственной агрошколой в республике, которая специализируется как раз на вопросах рыболовства. И я увидел, как дети и сами перерабатывают рыбу, сами готовят там полуфабрикаты из рыбы, готовят юколу, так. Но и более того, что они не только ее готовят, они ее потом и реализуют. Но и самое главное, парни уже старших классов, они сами непосредственно участвуют в процессе вылова этой рыбы. Вот, то есть они уже с детства приобщаются к этому очень тяжелому труду и рыбаков, и потом переработчиков рыбы. И уверен, что вот как раз вот такой тип агрошколы нам очень нужен. Байгинская детская школа искусств с честью носит имя первого из народа Саха, солиста балета и педагога классического танца и руководителя балетной труппы 50-х годов Иннокентия Христофорова. Пиком сценической деятельности артиста, как и для всего периода становления балетного искусства, стала историческая премьера первого балета «Сир Семеге», которая состоялась в дни празднования 25-летия юбилея Якутской ССР 29 июня 1947 года. На днях в родном селе Юбиляр открыли мемориальную доску и презентовали новую книгу. Праздничное мероприятие посетили родные дочери Иннокентия Дмитриевича. Конечно, я очень рада этому событию. Все-таки это 100 лет. И я рада тому, что имя отца все-таки оно живет. Он был не только первым танцовщиком, педагогом и балетмейстером среди якутов, но и был общественным деятелем. Почему? Потому что он много помогал художественной самодеятельности. Он помогал созданию самодеятельных танцевальных коллективов. Не только в Тате, на своей родине, но и в других улусах республики. В Якутске он помогал созданию хореографического отделения музыкальной школы, которая недавно тоже отметила свой юбилей. Очередную 4-ю партию лесных бизонов привезут в Якутию уже в следующем году. 30 голов доставят из канадской провинции Альберта. Соглашение о передаче животных с агентством парков Канады подписал зампред правительства региона Кирилл Бычков. Республика уже на протяжении почти 20 лет ведет большую работу по реинтродукции лесных бизонов на своей территории. В Якутии создана уникальная инфраструктура для приема, адаптации и выпуска на волю этих древних животных. Подписание очередного соглашения – результат долгой и кропотливой работы, сказал зампред региона. Тем временем в Амгинском районе организовали зимнюю подкормку диких копытных животных на участке Кюлепча. Инспекция охраны природы совместно с лесничеством и обществом охотников оставили корм для изюбря. Это животное территорию Амгинского района начало населять с 80-х годов. В данное время популяция расширяется и движется на восток и достигла Чурапчинского района. Охотники проявили инициативу подкормки изюбрей, чтобы отдать дань природе. Кормовая емкость этого участка не позволяет длительное время продержаться изюбрю на охраняемой территории. Поэтому с этой целью мы вывозим сено, чтобы эта подкормка рулонным сеном смогла удержать зверя во время сезона охоты на охраняемой территории. Вот после срока, значит, уже поголовье его намного уменьшится, меньше зверя попадет под выстрел. Вот наша основная цель заключается в этом.
Спасибо, коллеги. Мы продолжаем наш эфир с гостями в нашей студии. Это Гоголева Ял Владимирович, начальник отдела по воспитательной работе Якутской государственной сельхозакадемии. Доброе утро. И Василий Домотов, студент Якутской государственной сельхозакадемии, руководитель регионального центра Академия волонтера. Доброе утро. Буквально скоро, по-моему, завтра стартует у вас форум «Тепло Севера». И, в принципе, ЕГСХ в этом году стала победителем президентского гранта, связано как раз с волонтерством. Что это был за грант и какие он перед собой цели и задачи ставит? Ну, это образовательный проект. Он направлен на привлечение жителей города Якутска и муниципальных образований республики к волонтерской деятельности, и также к бережному отношению к животным, и также вовлечение жителей к решению вопросов именно бездомных животных. И в рамках данного мероприятия, как вы уже заметили, с 5 по 7 у нас будет республиканский образовательный форум за волонтеров «Тепло Севера». Также будут у нас семинары. В течение 2020 года ежемесячно будут семинары и акции. Они тоже направлены на пропаганду волонтерства и бережного отношения к животным. В течение всего проекта будут созданы видеоролики, которые будут формировать бережное и ответственное отношение к животным. Кто сможет принять участие в форуме «Тепло Севера»? В форуме «Тепло Севера» участниками являются именно волонтеры. У нас недавно открылся волонтерский центр «Академия». И эти волонтеры могут принять участие и владельцы, и будущие владельцы животных. Именно они будут обучаться к бережному отношению к животным. Проблема именно исходит из того, что у нас люди плохо относятся к животным. Проще говоря, они выбрасывают животных на улицу и не стерилизуют их. Маленьких щенят, например, берут и потом выбрасывают. В квартирах, конечно, тесно, собаки растут, потом из-за этого. И поэтому форум направлен именно на работу, акцент сделан на человека. Именно по работе с человеком. Какие-то заявки подавать заранее необходимо? Заявки, да, уже собраны. Так как вы уже заметили, завтра уже начинается форум. У нас уже около 500 заявок на участие в этом завтрашнем форуме уже имеется. Где он пройдет непосредственно, в каком здании? Форум пройдет именно на базе Якутской государственной сельскохозяйственной академии. Там форум пройдет на 3 площадках. Будут семинары. А могу ли я без заявки просто прийти, как вольный слушатель, послушать, о чем вы будете говорить, принять участие на этих площадках? Можно. Можно. Без проблем. Со скольки до скольки? У нас программа завтра начинается, у нас открытие в 14:30. И там у нас будет презентация общественных организаций, также будет показательные выступления Центра кинологической службы Министерства внутренних дел Республики Саха-Якутия. И уже после этого в 15:30 уже у нас начинается работа по блокам. 3 семинары, там будут обучаться основам ветеринарии, кинологии и зоопсихологии. И на завтрашний день тоже работа по блокам будет продолжаться. Также будет дискуссионная площадка именно по проблемам безнадзорных животных. И еще 3-й день, 7 декабря, то есть у нас будет конкурс для модные собаки. Кстати, Василия, да, я обратил внимание на эмблему, которая у него на кофте, значит, там как раз рука, лапка животного, и написано «Региональный волонтерский ресурсный центр Академия волонтера». Что это за центр и на что направлена его работа? Волонтерский центр, который у нас действует в Академии, он занимается не только зооволонтерством, но зооволонтерство, оно идет как основное, как прерогатива. Есть еще социальное, событийное, по всем видам. У нас, допустим, обучение проходит больше 1500 человек, и поэтому среди них всегда есть люди, которые хотят заниматься чем-то. Особенно когда мы работали над научной статьей «Проблема волонтерства именно в Якутии», то мы выяснили, что есть большое количество именно студентов, которые собираются, хотят заниматься этим. И мы поставили перед собой цель помочь им в этом.
так и возникла вот республиканский региональный центр. Сколько сейчас насчитывает волонтеров центр? Порядка 50, но оно постоянно растет, и потому что у нас студенты, допустим, они могут вот, одну неделю там пропустить, потому что у них занятия. Вот поэтому у нас постоянный состав около 50 человек. Ну, это я смотрю, вы издали вот и буклетики, и методические рекомендации для ребят. А могут ли ребята, не студенты Якутской сельхозакадемии, присоединиться к вам? Ну, допустим, Северо-Восточный федеральный университет, Да. допустим, с техникумов, с вузов? Да, конечно. То есть вы открыты для всех. Конечно. А что касается непосредственно тематики, да, вот вы все равно одним из основных направлений выбрали защиту животных. Чем продиктовано вот это направление? Именно зоозащитой мы начали заниматься, учитывая то, что в последнее время растет количество, именно вот в городе Якутске и в Якутии в целом, растет количество безнадзорных животных. Вот. Это обусловлено тем, что люди не воспитывают своих животных, а вот взять, допустим, семья для ребенка на даче взяла щенка. Осень, в квартиру возвращаются. Щенок уже и не нужен. Да, щенок уже не нужен, его просто выкидывают. И исходя из того, и получается вследствие, мы получаем безнадзорное животное, которое может заболеть просто-напросто или напасть на человека. Вот она оттуда и проблема безнадзорных животных, как в городе, так и во многих наших районах республики. Да, именно по этой тематике пройдет дискуссионная площадка во второй день, в пятницу. Там приглашены вот, начальник департамента ветеринарии, общественные организации, такие как «Белый БИМ», пункт передержки домашних животных. Спасибо большое за то, что подошли к нам в студию. Хочется пожелать удачи в проведении этого форума на очень важную тему, действительно, которая касается не только молодежи, она объединяет огромное количество людей. Надеюсь, что в рамках и дискуссионной площадки форума мы найдем ответы на те вопросы, как все-таки привить культурное воспроизводство наших животных. Спасибо. Сейчас прервемся на короткую паузу и далее мы продолжим. Доброе утро, мы продолжаем наш эфир. Я напоминаю, что вы смотрите «Новый день» на канале НВК Саха в прямом эфире, а также вы можете нас увидеть в повторе с 8 часов утра на Якутия-24 и общественном телевидении России. В студии для вас всю эту неделю работаю я, меня зовут Иван Луцкан. Давайте поговорим сейчас о погоде, узнаем, какой прогноз будет в районах республики и в городе Якутске. Сегодня, по данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в центральных улусах днем минус 24, минус 29, Заречье минус 24, минус 37, на юге республики минус 24, минус 26 градусов, в Вилюйских улусах минус 30, минус 31, в Нижнеленских минус 29, минус 34 градуса, на западе минус 29, минус 33, в Колымы-Дигирских улусах минус 27, минус 36, в Янских улусах минус 30, минус 35 градусов, на северо-западе республики днем минус 33, минус 44 градуса. В столице республики буквально полтора часа назад была температура воздуха минус 33 градуса, атмосферное давление 768 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный будет дуть со скоростью 3,8 метров в секунду. Ну а днем ожидается температура воздуха на отметке минус 33, минус 35 градусов. Знаете, вот смотрел сейчас заставку к нашей погоде, и стоит отметить, что в этом году площадь Ленина украшена очень красиво, все сверкает так ярко, прямо необычно. А с утра вот сегодня, когда я ехал на работу, прямо наслаждался, такая тишина и вот это мерцание, атмосфера Нового года уже царит в городе. Ну, с учетом того, что фестиваль «Зима начинается с Якутии» закончился, но зима-то только начинается, и началась она именно с нашего региона. Сейчас идет предпраздничная суета, и, безусловно, кто-то в этой предпраздничной суете, возможно, ищет себе и новую работу. Давайте посмотрим, какие вакансии предлагает Центр занятости населения города Якутска.
Требуется аналитик, оператор-аналитик, знание 1С предприятия, склад, версия 7.8, знание опыта работы в Excel, знание бухучета. Приветствуется. Зарплата от 30 тысяч рублей. Требуется бухгалтер, бухгалтер по налоговому учету, высшее образование по специальности, опыт работы, знание 1С, зарплата 1С бухгалтерия, зарплата от 45 тысяч рублей. Требуется ведущий специалист, высшее гуманитарное образование, журналистика, филология, пиар, опыт работы в журналистике, подразделением по связям с общественностью. Зарплата от 48 тысяч рублей. Если вас заинтересовали эти или еще вакансии, обращайтесь в Центр занятости населения города Якутск по адресу Петра Алексеева 6/1 или на их официальных сайтах. И, возможно, к Новому году вы обретете новое место работы. Возвращаясь к новогодней тематике, безусловно, сейчас в предновогодней суете кто чем занят, кто закупает, допустим, продукты, кто-то активно ищет себе наряды на Новый год, кто-то, возможно, уже закупает подарки или сделал это в Черную пятницу. Но надо задуматься и об украшении дома, потому что атмосферу можно создавать непосредственно с вашего домашнего очага. Каким образом это можно сделать, расскажет наш следующий сюжет. И сегодня мы научимся делать елочные игрушки, вот такие веселые елочки из фетра. Для этого нам потребуется 2 разных цвета фетра, шаблоны, пайетки, можно разных цветов, ленточка и разные деревянные фигурки. Этот мастер-класс хорошо подходит для детей. Полностью обводим шаблон и вырезаем. Вырезали 2 елочки. Теперь мы отрезаем ленточку. И у нашей елочки будет коричневый. Украшать мы будем вот такими разными пайетками и деревянными фигурками. Сегодня у нас елочкой будет вот это олень, намазанный клей. Можно украсить елочку вообще на любой вкус, проявить фантазию. Это может быть даже... Игрушки могут быть даже нарисованные. У нас получилась вот такая елочка. Новый год – это, наверное, самый ожидаемый семейный праздник, который очень любят дети. Дети с удовольствием готовятся. Родителям я советую вместе с детьми делать елочки, украшать их по вашему желанию. Вот так все просто. Ну а если есть у вас, допустим, свободная минута, почему бы не посетить какой-либо музей? Или, допустим, посмотреть какую-либо скульптуру? Об этом расскажет наша постоянная уже рубрика «Муза музея». Скульптор, барон Петр Карлович Клод. И у нас в музее его произведения 2 лошади. Уникальные, интересные, с такой детальной точностью, как он показывает животное, эти мускулы, эти мышцы и характер, передает характер. Вообще история очень интересная. Когда Клод приехал в Петербург, будучи еще военным, он все равно продолжал вырезать фигурки лошадей. Украшал их гриву и хвост делал из волос, какие-то вставки стеклянные в глаза. Да? Эти фигурки очень раскупались. И одна из таких фигурок попала императору Николаю I. На что он сказал: «Кто сей даровитый резчик?» «Барон Петр Карлович Клод, отставной поручик», ответили ему. И вот с той поры Николай I даже сделал ему большой заказ, отряд конногвардейцев, так как он очень любил такие игрушки. Ну а дальше больше. И даже его называли лошадиным мастером. Многие удивлялись, что он в мастерскую приводил жеребцов и прямо оттуда
с натуры рисовал и лепил. И все говорили, ну как же барон и в таких условиях. Петербург украшает на Анчиковом мосту целая группа укротителей коней. Мы до сих пор восторгаемся, любуемся, и приезжие. Просто удивительная работа. Тоже интересная история с этой группой. Когда он только первую в 1843 году слепил и выполнил эту работу, приехал король Пруссии. Ему был в таком восторге от этой группы, что Николай I подарил ему. И эта группа коней уехала в Берлин. Петр Карлович сделал вторую работу. Группу коней приехал король Сицилии. Он пожелал, чтобы эта группа коней была у них в Неаполе. Ну, у нас щедрая душа, Николай I подарил ему. И она отправилась в Неаполь украшать сад. И вот только третья группа, которая сейчас стоит на Анчиковом мосту, украшает. Это удивительное произведение. Вот выполнено в 1851 году. И она вот до сих пор радует глаз. Удивительный человек, который вот первую группу коней, он приводил жеребцов из конюшен самого Николая I. И когда Николай I посмотрел в мастерской, когда еще только слеплены из глины эти лошади, он сказал, что «Барон, твои кони лучше, чем мои жеребцы». Вот такой мастер. Есть стихотворение поэта Владимира Фролова «Тоска под дождик зеленей, вот Анечка взлетает мост, где держат мужики коней и зеленеют в полный рост. Ох, как их зелена тоска, Невы свинцовая стезя и клаттовские облака, в которые войти нельзя». Мы продолжаем наш эфир с гостями в студии. У нас работники библиотек, сотрудник смарт-библиотеки 2.0.3 Розалия Борисова. Она наша бывшая коллега, но бывших не бывает. И Табонова Эльвира Петровна, главный библиотекарь Центральной городской библиотеки имени Белинского. И поговорим о читательской олимпиаде, которая стартует буквально на днях. Да? Что это за проект? Доброе утро. Читательская олимпиада «Проверь свой читательский IQ» пройдет впервые вообще в городе. И впервые вообще такая читательская олимпиада инициирована. Пройдет на 7 декабря с 11 часов. И для того, чтобы принять участие, нужно будет пройти предварительно регистрацию на сайте readalim.cbs.ekt.ru. Также на наших инстаграм-страницах CBS ЕКТ и CBS Smart будет также ссылка на регистрацию. Также в день самой олимпиады можно будет подойти в филиалы, зарегистрироваться заранее, получить анкету и тоже принять участие. Кто может принять участие в олимпиаде? Все желающие в возрасте от 14 лет. То есть вот возраст 10, то есть и взрослые будут какие-то этапы отдельные там для детей, для взрослых или для всех все одинаково? Да, у нас будет несколько этапов. Да, вот олимпиада будет состоять из 4 блоков. Первый блок – это текстовое тестирование на общие знания библиотечного дела, печатного дела, истории книги и литературоведения. Второй блок – это задание на проверку логики, задание по иллюстрациям, узнать, вот, из какого произведения иллюстрация. Вот, третье задание – это узнать автора или главного героя, который сказал данную цитату. Ну, например, «Красота спасет мир». Вот, это цитата из Достоевского идет. Так, и 4-й блок – это у нас рекомендация. Да, рекомендации книги в формате Twitter, не больше 280 знаков, и человек может уже заготовленной рекомендацией подойти и просто, получается, ее написать. Это будет онлайн-олимпиада или будет очный этап непосредственно в Да, участие непосредственное, то есть человек должен присутствовать на олимпиаде, то есть это не электронно. И пройдет она у нас в нескольких филиалах. В структурных подразделениях ЦБС это Центральная городская библиотека, так, библиотеки филиалы «Созвездие», 3D и смарт-библиотека 203 на 203 микрорайоне. А как будет оцениваться работа?
Оцениваться работа будет нашими жюри. Это представители, молодые писатели, это учитель года, это непосредственно директор ЦБС, представители филологического факультета. За каждый правильный ответ будет начислен 1 балл. И всего также за рецензию будет немножко больше баллов, да? По нескольким категориям будет оцениваться работа. И всего человек может набрать максимум 50 призы баллов. какие? Призы у нас будут памятные призы для обладателей самых высоких баллов, для тех, кто получает самый высокий балл. А все участники получат сертификат участия. То есть это в первую очередь для проверки своих знаний. Спасибо большое, девушки, что подошли к нам в студию. Хочется пожелать удачи в проведении первой читательской олимпиады. Для тех, кто хочет в ней принять участие, забейте в поисковике читательскую олимпиаду, зарегистрируйтесь и участвуйте, и получайте призы, проверяйте свои знания. Хочется пожелать всем хорошей среды, хорошей окончания рабочей недели, еще 3 рабочих дня и настроения. Пока-пока.